Вот мы приехали на место. Сейчас будем отдыхать, обед делать. Вот тут кто хочет сразу коврик, чтобы я ей постелил. Коврик достанем. Кое-кому. Вот синий коврик, собачка сразу ложится. Буля, ну подожди. Так, ложись. Молодец, место. И спать будет сейчас. Да, Светочка. И наш коврик. Основ. Будем костер делать. Вот так. Опять жарко на улице стало. Снег вот такой слой. Мокрый-мокрый. А дальше нас идет. По мокрому снегу плохо ходить. Но мы сейчас пообедаем немножко. Может, отдохнем, а потом солнце тянет опять. Нас появится. И пойдем уже дальше. Сейчас сделаем костер. Тоже простым способом. Дедовским нашим. Как наши деды делали. Вот. Берем палки. Это береза. Старая гнилая береза. Вот. Вот так положим эту березу. Пусть лежит. Наверх мы положим. Допустим, вот эти. Вот. Палки. Такие дубинки пилить не будем, так как они сами перегорают посередине, потом ломаются. Вот она. Старый костер. Ах. Вот так, да? Видите, как хорошо. Вот еще есть. Палочки положим. Вот, и у нас все это должно загореться. Здесь у нас есть кол для котелка. Вот так мы его. О, видите как хорошо. Сейчас мы пилу сделаем. Пил. Котелок можно было повесить. Вот здесь напил делаем. Вот так. И повесим котелок. Вот и все. Вот так. Сейчас так делаем. Так, накрыл бы. Я еще побольше бы сделал. Поглубже. Так. Ага. Все. Нужно вот так повесить, наоборот. Ну все. Ой, теперь осталось достать наши чудо-спички. Вот они. И вот этот весь костер просто поджечь. О, жара какая. Вот так. И красиво выглядеть.
Поджигаем. Должно у нас гореть? Должно у нас все загореться? Ой, да. Не успел засунуть. Не успел спичку засунуть, а уже загорелась. Мох сухой, трава супер сухие. Это зимой-то. Вот как все горит. Все горит супер быстро и очень быстро. Да. Ну вот. И все. Теперь будем ждать результат. Интересно, вот на этих штучках можно костер передвинуть. Ну, если слишком близко поставил, допустим, я слишком близко поставил, да, я могу раз его и подвинуть сюда, немножко подальше. Вот так. Угу. Вот такой мох, который растет у нас на болоте везде, на всех деревьях. Видите, он горит как порох. Только спичку подносишь, и он вспыхивает. Вот это он на березе растет. А вот он растет на сосне. Это же самый мох. А вот рядышком растет елка. Видите, мох на елке. Тут его очень много. Его просто вот так берете и с веточками уже получается заготовка до костра. Сухие веточки и мох. Это все вспыхивает моментально. И перегорает пополам. Так, можно смело подложить. И надо еще сюда. Вот так работает дневные палки. Вот лыжи подсохли под солнышком. Теперь есть у меня такая мазь. Алюминиевый порошок, алюминиевая пудра даже, я бы сказал. С парафином смешанная. И вот мы его натираем. Лыжи будут скользить, нет, не прилипает. Это хорошо так натереть, это все дело. Такая сухая лыжа, а? А еще над костром можно прогреть немножко, чтобы она впиталась лучше. О! Вторая лыжа. Такая темная становится. Как хорошо стали тереться по горячему-то, а? Как видите, мы уже и кушать сварили, и 2 раза чай вскипятили. А эта конструкция все еще держится. Вот. Немножко кора обгорела снизу, и все. Бревна гнилые и сырые изначально были, поэтому они не горят. Вот так и будет долго работать все это дело. Вот тут елка сломанная снегом. Зима осталась. Попробуем ее. Она вот так не встает. Попробуем ее вот так сделать. Вот будет держаться. О. Может, прирастет. В лесу елка приросла. А вот здесь я спал возле костра. Пока варилась.
Жарко, пока жарко было, сейчас уже чуть-чуть жара спадает. Кушает, а я уже покушал. Сейчас мы отдыхаем. Сегодня зашли в избушку немножко отдохнуть. Вот. Пока отдыхали, дверь немножко приоткрыта была. И зашла через раскрытую щель. Дух этого места зашел в избушку прямо вовнутрь. Так странно. Или стихиаль, потому что она как бы не имеет формы. Зашел, он светится этим местом. А я лежу, до этого ничего не было такого. Вот, лежу, а он зашел как ветер. Зашел и остался. И он там так и остался. Пока я там был, он и остался. Как бы везде постоянно дул ветер. Небольшой ветерок. Чувствовалось присутствие этого духа этого места. Ну, может, ему изба нужна была. Может, он просто познакомиться пришел. Но мы еще друг друга посозерцали, наверное, минут еще 10. Чисто на душе, радостно стало. Ну, все, встали, собрались, рюкзак. И все, и пошли дальше. Не стали задерживаться в избе долго. Тоже вот такие вещи бывают. Ветер дует в избе, надо же. И ветер именно того свойства, вот духа этого местности. Так странно. Болота и леса. Чудеса. Ну, вон Булька уже там почти все доела. Там кушала она с тарелочки. Мы поели. Сейчас чай попьем немножко. Я попью. И еще отдохнем. Пока солнце еще греет, снег еще сырой. Потом через часик-два, может, и выйдем. Обычно, когда собачка поест, она уже не спит, начинает бродить вокруг. Раскопала. Пойдем. Вон они виднеются, курские вырубки. Вдалеке. Там еще Чебюшка находится у нас. Ой, Чебюшка. Там еще находится чуть между курскими вырубками, вот этим бугром и болотом. А мы сейчас посмотрим в эту сторону. Вот там тоже кусочек курских вырубок видно. Видите, там синенькая. Тоже курские вырубки. Где-то вдалеке. Ветер дует в лицо. Хорошо, что лыжи намазали. Снег так и остался сырой. А к лыжам вообще не прилипает снег.
удобно идти. Лыжи вообще не тонут, где-то на 5 миллиметров тонут в снег, и все. Собачка тоже идет по насту. Так что и в жаркую погоду можно ходить по тундре, если вот такие условия. Вот. И все. Вот карликовое дерево. И булька возле него сидит. Огромная булька и маленькое дерево. Вот виден багульник. Здесь, наверное, земля быстрее протаивает на багульнике. Он маленький. Здесь тоже видно проклевывается багульник. Веточки багульника сквозь снег.